Жизнь лесных бизонов в питомнике Усть-Ботама, ремонт дорог и газопровода в городе Покровске, зарыбление реки Лены у села Улаханан. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. В этом году в питомнике лесных бизонов Усть-Ботама на свет появились 10 бизонят. Самый юный из них родился в июне. Если обращаться к истории, то лесных бизонов завозили в Якутию из Канады 4-жды – в 2006, 2011, 2013 и 2020 годах. Первая партия, состоящая из 30 особей, 15 самок и 15 самцов, обосновалась в местности Устья-Ботамы. Здесь впоследствии был создан питомник лесных бизонов, который успешно функционирует и по сей день. Возглавляет питомник Семен Егоров, лауреат премии главы Якутии «Человек труда». Вот наших бизонят привезли на таких трейлерах. В одном трейлере вмещается по 10 телят. Это эти трейлеры – это дар правительства Канады. Как и животных, так и трейлеров – это дар правительства Канады. А сейчас вы как-то их используете? Да, во время транспортировки в весеннее время обязательно используем. Сейчас общее поголовье бизонов составляет 40 особей, 22 самки, 8 быков и 10 телят этого года. Все они свободно пасутся на 122 гектарах огороженной территории. Летом пропитание они добывают самостоятельно, зимой же работники питомника подкармливают животных сеном и комбикормом. Летом сами косим траву. Нам за зиму надо 120 тонн сена заготавливаем. Этот звук, похожий на мурчание, голос самца, ухаживающего за самкой. У бизонов начался брачный период. Каждый год получаем стабильно по 10 телят. Но это говорит о том, что у нас хорошая кормовая база. По словам сотрудников питомника, бизоны уже полностью адаптировались к суровому якутскому климату, хотя это и повлияло на продолжительность их жизни. Если в Канаде средняя продолжительность жизни составляет 25 лет, то у нас будет покороче. Стоит отметить, что помимо Усть-Ботама в Якутии действует еще один питомник лесных бизонов в Горном Улусе, где животных выпускают в дикую среду. Весной также был введен в строй третий специализированный питомник на границе Сунтарского и Алекминского районов. Около 4 километров дорожного полотна будет обновлено в городе Покровске. Ремонтные работы охватят 4 микрорайона – центр города, Колбастах, Селекционная и Нефтебаза. На сегодняшний день хангаласским филиалом Рикавтодор полностью завершены работы по замене дорожного полотна подъездной дороги в микрорайон Нефтебаза. Протяженность этого участка составила 1 километр 100 метров. Это второй этап масштабного ремонта. Первый такой же протяженности был выполнен в прошлом году. В мае мэрия Покровска заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Дмитрием Ивановым на реконструкцию дорог на 4 улицах города – Исая Никифорова и Иноземцевой в центре Покровска, а также Новой и Кирова в микрорайоне Колбастах. Общий объем финансирования более 51 миллион рублей. Из них 74% это республиканский бюджет с Дорожного фонда Якутии и 26% местный бюджет города Покровска. Сейчас завершается ремонт дорог по улицам Исая Никифорова и Иноземцевой. Сейчас идут на данный момент завершающие работы по укреплению обочин щебнем ЩПС марки С5 толщиной 10 сантиметров по улицам Исая Никифорова и Иноземцева. Выбор этих двух улиц не случайен. Во-первых, в этом году исполняется 110 лет со дня рождения писателя-фронтовика Исая Никифорова, в честь которого названа одна из улиц. На ней до сих пор стоит его дом, который в будущем планируется превратить в музей. Жители улицы приветствуют эту дату и рады проводимым работам. Плохая дорога была, все ямы. Таксистам плохо было. Сейчас очень хорошо. 11 сантиметров подняли дорогу. Как думаете, долго прослужит? Долго, конечно.
Вторая улица носит имя заслуженного врача СССР Зинаиды Иноземцевой. Именно эта дорога ведет к 3 медицинским учреждениям – станции скорой помощи, туберкулезному диспансеру и стационару. Лучше стало сейчас ездить. Раньше были ямы, поэтому некоторые люди были тяжелые. Из-за этого пришлось снизить скорость. Были ямы, а сейчас моментально доставляем всех в стационар быстро и уверенно. После завершения работ на улицах Иноземцевой и Исаия Никифорова бригада Дмитрия Иванова приступит к ремонту дорог в микрорайоне Колбастах на улицах Кирова и Новая. Согласно контракту, первый этап работ по 4 улицам должен завершиться 30 сентября. Также в рамках программы поддержки местных инициатив будут обновлены грунтовые дороги в микрорайоне Селекционный на улицах Северная и Ботаническая. Работы должны начаться в ближайшее время. Жители города Покровска и села Ой 11 и 12 августа временно остались без газоснабжения. Работники местного участка Сахатранснефтегаз проводят работы по врезке в газопроводы высокого давления Звероферма Покровск и Покровск-Немигюнце. Данные работы связаны с необходимостью подключения новых участков газопроводов, где ранее были выполнены строительно-монтажные работы. В частности, на газопроводе Звероферма Покровск заменен участок протяженностью 820 метров с увеличением диаметра труб с 273 мм до 325 мм. На газопроводе Покровск-Немигюнце заменен участок длиной 650 метров. Финальный этап – соединение вновь смонтированных фрагментов с существующей системой газоснабжения. Именно для проведения этих работ и потребовалось временное отключение газа. По инвестиционной программе капитального ремонта 2026 года вошли 2 объекта. Это газопровод высокого давления Покровск-Немигюнце 1974 года и газопровод высокого давления Звероферма Покровск 1969 года. Ремонт 2 газопроводов высокого давления выполняется с целью бесперебойной и безаварийной поставки газа населению города Покровска и село Немигюнце. В селе Улаханан промышленные предприятия Якутии выпустили в реку Лена более 270 тысяч мальков сибирского осетра. Эта процедура проводится уже несколько лет и направлена на компенсацию ущерба водным биоресурсам и их среде обитания. С 2021 года якутский филиал главрыбвода организует зарыбление реки Лены в районе села Улаханан, привлекая к участию промышленные предприятия. Здесь же находится модульный рыбоводный цех, где выращивают мальков сибирского осетра. Ежегодно объемы выпуска молоди осетра увеличиваются. Например, если в первый год в реку выпустили 32 тысячи мальков, то в прошлом году их количество превысило 240 тысяч. В этом году в Лену планируется выпустить рекордное число молоди осетра – более 600 тысяч. В зарыблении участвуют 13 крупных промышленных компаний, среди которых группа ВИС – инвестор строительства Ленского моста. В мероприятии также приняли участие представители дирекции по строительству Ленского моста. Развитие регионов, создание инфраструктуры невозможно без внимательного, бережного отношения и к территории и должен учитывать особенности экосистемы региона. Особенно это важно в таких чувствительных зонах, как Якутия, где человек и природа веками жили в согласии. Такой подход лежит в основе деятельности компании группы ВИС. Сегодня в рамках конституционного соглашения между правительством Республики Саха-Якутия, группы ВИС по строительству моста через реку Лена проходит первый выпуск молоди сибирского осетра ленской популяции в количестве 16 тысяч особей. Данная акция является постоянной, будет производиться в течение 20 лет с начала строительства моста. Всего будет выпущено порядка 45 тонн мальков осетровых и сиговых промысловых видов рыб. Как сообщили в главрыбводе, выпущенные мальки достигают промысловых размеров к 16 годам. Однако стоит помнить, что в Якутии вылов сибирского осетра строго регламентирован. В рамках любительского рыболовства осетра ловить разрешено не везде. Для них специально организовываются участки, называются участки для организации любительского рыболовства, где физические лица могут осуществлять добычу
осетра сибирской ленской популяции. При этом необходимо соблюдать еще и размерную длину, да? То есть длина осетра не должна быть менее 62 сантиметров. Также есть ограничения по применению сетных орудий лова, то есть у вас сети должны быть течей более 90 миллиметров. Также свою порцию 2000 мальков осетра выпустили учащиеся 2-й Мальжикарской средней школы в рамках соглашения с якутским филиалом главрыбвод о профориентационной работе. Промышленные предприятия будут ежегодно осуществлять зарыбление реки Лены, что является их вкладом в экологическую ответственность и поддержание здоровой окружающей среды.